Сегодня я хотел бы рассказать один эпизод из жизни посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, когда Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, разрешил пророку, алейхи салату вассалям, сделать переселение. Посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, приходит к Абу Бакру, радiyallahu анху, и рассказывает ему об этом. Абу Бакр, радiyallahu анху, вскакивает со своего места, хватает посланника Аллаха, алейхи салату вассалям, и говорит: «Скажи, что я иду с тобой, скажи, что я иду с тобой, скажи, что я иду с тобой». То есть трижды повторяет. И посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, говорит: «Да, ты идешь со мной». И Аиша, радiyallahu анха, дочь Абу Бакра, рассказывает: «Я никогда не видела человека, который плакал бы от счастья». То есть Абу Бакр, радiyallahu анху, плакал от счастья, что пророк, алейхи салату вассалям, позволил ему пойти с ним. Далее, когда они вышли в путь, на их след упали мушрикины. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с Абу Бакром, радiyallahu анху, убегают в горы от мушриков. Когда они доходят до пещеры Тавр, первый в эту пещеру заходит Абу Бакр, радiyallahu анху, посмотреть, есть ли в этой пещере то, что может навредить жизни посланника Аллаха, алейхи салату вассалям. В этой пещере он находит норы. На Абу Бакре, радiyallahu анху, был халат. Он снимает свой халат, начинает его рвать и закрывать эти норы. Но вот халат закончился, и одна нора остается. Тогда Абу Бакр, радiyallahu анху, ставит туда свою пятку, то есть закрывая и эту нору тоже. И уже посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, заходит в эту пещеру, так как он был очень сильно истощен. Вот эта дорога от Мекки до пещеры Тавр, она очень тяжелая дорога. Даже на сегодняшний день, имея вот исправные дороги, около часа уходишь, чтобы туда подняться. Уже не говоря о тех дорогах, которые были во время пророка, алейхи салату вассалям. И вот посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, заходит в эту пещеру и засыпает. Чуть позже Абу Бакр, радiyallahu анху, чувствует, что что-то пробирается через ту нору, в которую он поставил пятку. Это была змея. Она укусила его, и теперь Абу Бакр терпит вот эту боль, чтобы не разбудить посланника Аллаха, алейхи салату вассалям. Лишь только слеза, которая скатилась по щеке Абу Бакра, которая попала на благословенное лицо посланника Аллаха, алейхи салату вассалям, от чего он просыпается и спрашивает: «Я Абу Бакр, о Абу Бакр, что же произошло?» Абу Бакр, радiyallahu анху, рассказал обо всем, что произошло в этой пещере. Далее посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, смачивает свои два пальца своей благословенной слюной, проводит по ране Абу Бакра, и рана в ту же секунду излечивается. Далее посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подходит к этой змее и спрашивает: «Почему ты укусила моего друга?» А мы знаем, что по велению Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, даже неодушевленные предметы могут заговорить. Если мы вернемся чуть назад в историю, когда мусульман было мало, когда пророк, алейхи салату вассалям, делал проповедь, он рассказывал свои истории на маленьком пеньке. Когда мусульман уже стало больше, пророку, алейхи салату вассалям, построили минбар. И вот однажды, когда пророк проходил по той улице, где был этот пенек, он слышал стон. То есть пенек стонал от того, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на нем больше истории не рассказывает. Тогда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подошел, обнял этот пенек, и стон прекратился. Теперь идем обратно в нашу историю. Он спрашивает у этой змеи: «Почему ты укусила моего друга?» Знаете, что эта змея отвечает? «Я узнала, что ты находишься в этой пещере. Я просто хотела на тебя посмотреть». Уважаемые братья, уважаемые сестры, обратите внимание, какую любовь испытывали к пророку, алейхи салату вассалям, животные, какую любовь испытывали неодушевленные предметы. Что уже можно говорить о нас с вами? Какую любовь мы должны с вами испытывать? Ведь посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, никогда про нас с вами не забывал. Я уммати, о моя умма. Однажды, когда посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, находился в очень опечаленном состоянии, сподвижники приходят к пророку и спрашивают: «Я Расуль Аллах, о посланник Аллаха, что тебя так сильно опечалило?» На что пророк, алейхи салату вассалям, говорит: «Я скучаю по своим братьям». Удивленные сахабы спрашивают: «Не мы ли твои братья?» На что посланник Аллаха, алейхи салату вассалям, им говорит: «Антум асхаби, вы мои сахабы, а мои братья — это те,
которые придут после меня, не увидят меня и уверуют в меня. Про нас с вами говорил пророк, алейхиссалату вассалям. Про нас с вами. Пусть Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля вселит в наши сердца искреннюю любовь к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи вассалям. Пусть Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля соберет нас под знаменем посланника Аллаха алейхиссалату вассалям. Альхамдулиллахи раббил алямин.